В последнее время при увеличении трудовой миграции людей возникают некоторые незаконные моменты, незаконные, скажем так, злоупотребления со стороны некоторых организаторов выезда людей. И в рамках борьбы с такими незаконными действиями и насилием, и нарушением свободы личности, и возникла необходимость в разработке национальной программы по предупреждению торговли людьми. Национальная программа по Республике Молдова утверждена правительством, она работает, функционирует. Сейчас мы запускаем деятельность территориальных комиссий, которые также предусмотрены в рамках общей национальной программы. В Гагаузии в эту комиссию входит ряд лиц, которые имеют непосредственное отношение к этому или могут иметь к этому непосредственное отношение. Это и Управление внутренних дел Гагаузии, и представительство народного адвоката, и служба и управления образования в лице службы психопедагогической помощи, а также общественный сектор, который, думаю, что в этом вопросе будет более активным, поскольку именно у него роль информирования общества о пресечении попыток торговли людьми. Поэтому надеюсь, что комиссия наша будет уже более часто встречаться. До этого в рамках ГУЗИ данная комиссия была также закреплена, но не было, скажем так, о ее работе мало кто знал. Сейчас мы хотим перейти на новый уровень работы, информировать людей о тех мероприятиях, которые мы проводим в целях предотвращения торговли людьми, и информировать, обучать людей, как не столкнуться с этой проблемой, если кто-то и столкнется с ней за пределами Республики Молдова, за пределами Гагаузии. Из наших людей знать, какие меры предпринимать и как в этих ситуациях поступать, к кому обращаться, потому что именно эти меры предусматривает и национальная программа, и конвенция по предотвращению трафика, которую подписала, ратифицировала Республика Молдова в том числе. Миссия ОБСЕ в Молдове поддерживает реализацию национального плана действий и с момента вступления плана в силу предоставила следующую помощь в целях его эффективной реализации. Требования по программно-целевому бюджетированию предназначения для помощи постоянного секретариату, повышения его оперативного потенциала, поддержка кампании по повышению информированности и через посредственно территориальных комиссий, таким образом перенося ее на местный уровень, а также помощь правительству и гражданскому обществу в поддержании деятельности приютов и кризисных центров, крайне необходимых для жертв этого бедствия. Территориальные комиссии играют ключевую роль в решении проблем, связанных с торговлей людьми. И я рад видеть, что такая комиссия уже существует здесь, в Гагаузии. Хочется отметить, что, допустим, если статистика национальная говорит о 264 жертв, то защищены были и оказана помощь была только 80. Значит, третья часть была, значит, поддержана, 2 части нет. Это вопрос. Но вопрос, который нужно рассматривать очень комплексно. Есть очень много факторов, которые объясняют эту ситуацию. Допустим, как вы говорили уже, что 10 лет тому назад мы говорили о торговле людьми, которым органы были пересажены. Так и говорили мы о сексуальной эксплуатации. Сейчас мы говорим почти половина на половину жертвы торговли людьми, которые были сексуально эксплуатированы, и через труд. Может быть, как ответ мы можем говорить, что те жертвы, которые были эксплуатированы через труд, согласно статистикам, они в принципе мужчины. Они отказываются от этой социальной помощи, от услуг и так далее. Это может быть ответ, но это мы не можем быть уверены в этом. Поэтому очень много есть над чем поработать в будущем. Все вместе.
В первую очередь, когда речь идет о разработке каких-то нормативных актов, и мы к этому тоже имеем отношение, с точки зрения как разработки, так и в оказании содействия разрабатываемым нормативным актам, ну там задача, чтобы создать какие-то такие, насколько это возможно вообще предвидеть ситуацию, и создавая такие механизмы, чтобы не допустить ситуаций, связанных с тем, что остаются какие-то, как мы знаем, иногда лазейки, пробелы, которыми некоторые нечистоплотные, скажем так, деятели пользуются, и благодаря этому и происходит вот этот феномен, скажем так, который мы называем торговлей людьми во всех его проявлениях. С учетом того, что в рамки нашей деятельности входит правовое просвещение населения и консультирование по всем жизненно важным вопросам, конечно же, мы в своей деятельности уже сталкивались с жалобами на трафик, на торговлю. Может быть, это те случаи, которые в будущем не, скажем так, анализировались правоохранительными органами, потому что люди просто не хотели обращаться и выносить, как вы сказали, ссоры из избы. Поэтому основная наша деятельность была именно показать, что нужно делать в этой ситуации и каким образом правильно, скажем так, свою деятельность построить для того, чтобы защитить как самого себя, так и близких окружающих. Поэтому проблема не нова, к сожалению, но тем не менее можно отметить, что пока таких случаев немного, и будем надеяться, что действительно с помощью информационной, прежде всего, деятельности получится минимизировать это количество случаев.